нас очень много событий происходит, конечно, которые имеют очень важное значение для жизни университета. Это касается науки, образования, культуры, духовной сферы, всех направлений деятельности университета. Но мне кажется, та причина, тот повод, по которому мы сегодня собрались и хотим довести через вас до сведения широких слоев, кругов общественности определенную информацию, мне кажется, это имеет принципиально важное значение для развития кавказоведения. Как вы знаете, Кавказ всегда привлекал пристальное внимание историков, этнологов, археологов, и существует очень большая литература, и о многом из них мы знаем, но судя по той информации, которую мы получаем в последнее время, наверное, может быть, мы не знаем еще большего. И очень важное значение для развития кавказоведческой науки имеет вовлечение в исторический, научный оборот новых источников, которые по-новому показывают нам, позволяют интерпретировать по-новому национальный исторический опыт. Большое спасибо. Значит, два слова. Да, я действительно в настоящее время научный сотрудник Стокгольмского университета, кандидат исторических наук и участник Северокавказской экспедиции Эрмитажа с первого года ее работы в Баксанском районе. Наш проект начался порядка 2 лет назад, когда впервые возникла идея, и здесь большой импульс исходит от Аулидина Дманишева, он сейчас здесь присутствует, по переизданию вот этого важного лексикографического памятника. Я подготовил небольшую презентацию. Два слова о человеке, о котором мы сегодня будем немножко говорить. Габор или Габриэль по латыни и немецки. Он родился в 1844 году в Австро-Венгрии и прожил очень интересную жизнь, которая была наполнена изучением гигантского количества языков и полиглотством. Он практически практикующий полиглот. К окончанию школы он освоил порядка 10 языков, свободно говорил на всех языках, которые были в обращении в восточных регионах Австро-Венгрии. В возрасте 20 лет он стал студентом Венского и Будапештского университетов, успешно занимался на юридическом факультете, посещал все возможные лекции и курсы по языковым направлениям. И как блестяще закончивший университет, он был командирован в Венгерской академии наук в Российскую империю для продолжения своих студий над монгольскими и маньчжурскими языками. Провел он в Российской империи почти 4 года, после чего он преподавал в университете в качестве приват-доцента. Это должность, которая является должностью предшествующей профессорской. В 1879 году он уехал в добровольную миграцию в Османскую империю, где занялся преподаванием и изучением языков Османской империи. Всех, которые там также были в ходу, ну, главным образом тюркских, но также и греческого. Там же он заинтересовался кабардинским языком, интерес к которому не ослабевал вплоть до начала XX века. Вернулся он в Австро-Венгрию в 1893 году, где под него решением королевского двора и правительства империи была создана кафедра так называемых туранских языков. В то время так называли языки, которые в 20 веке называются урало-алтайские. Это языки объединенной территории. Центральная Азия, Северная Азия, Восточная Азия. Вопросы генетического родства этих языков были тогда изучены плохо и стояли остро. И в 1895 году, охваченный интересом к языкам Кавказа, он отправился на Кавказ, где занимался изучением кабардинского языка. Вскоре после этого, на 70-м году жизни, он умер там же, на территории современной Румынии, в Темешваре, современная Тимишоара, и память его чтится лингвистами, особенно эсперантистами Европы. Вот на памятной табличке в сером граните, которая установлена в городе Печи в Венгрии, он отмечен как первый в истории Венгрии эсперантист. Табличка, как видите, четырехязычная, в том числе на эсперанто.
В 1904 году по материалам своих полевых исследований и по материалам тех исследований, которые он проводил над опубликованными памятниками, он издал вот такой вот труд. Значит, вот с левой стороны это страница, которая противоположна титулу, контртитул так называемый. Здесь написано следующее. Здесь все на латинском языке. Он написал, что тираж этой книги всего 100 экземпляров, из которых 90 будут пущены в продажу в университетской лавке города Калажвара. И ниже основные его труды в области тюркских, венгерского и кавказских языков и истории. Титул этого словаря содержит дополнительные данные о том, что он издан на деньги самого автора. Вот внизу, где написано «Sumptibus auctoris» на средства автора, и указано, что это книгопечатная типография имени Гутенберга в Калашваре. Титул свой он указал как профессор туранских языков Калажварского университета, должность, которую он к этому моменту успешно занимал и пользовался большой популярностью у своих студентов. Здесь показан образец страницы этого словаря, который насчитывает 611 печатных страниц. В нашей компьютерной базе, которую мы создали и положим в основу издания, мы посчитали, что у нас более 4600 вхождений. Вхождение – это абзац словаря, который начинается так называемым заглавным словом. То есть это большой памятник. Но в целом же количество лексических и фразеологических единиц, которые в нем содержатся, превышает 11 тысяч. Таким образом, в старокабардинскую эпоху, то есть в досовременную эпоху развития языка и литературы, это самый крупный свод материала. Значит, словарь имеет чрезвычайно сложную структуру, авторскую структуру, в центре которой несколько задач. В первую очередь он решал задачу документации объемного материала, который он собрал или подчеркнул из печатных изданий. Во-вторых, он пытался привести словообразовательные и этимологические размышления, и систематически он проводил именно словообразовательный и этимологический анализ кабардинских слов. На современном этапе эта задача выглядит как наименее слабо решенная, так как грамматика была изучена плохо, а этимология была не изучена вообще. Но вот, в частности, на этой странице есть одно из наиболее интересных и очень древних кабардинских слов, слово для обозначения клейма на скоте. Он его расчленил на 3 слога, каждому из которых он приписал значение. Так вот, это совершенно ошибочно. В действительности это очень старое, по-видимому, или раннеарабское, или раннетюркское заимствование. То же слово, что и в тюркском тамга. И примеров, где он давал свою авторскую трактовку, которая потом не выдержала проверку временем, тоже довольно много. Однако же это не центральная задача. Центральная задача, которую он решал, это задача доказательства его авторской гипотезы о внешних генетических связях кабардинского языка. И для этого он систематически проводил сравнение кабардинских слов со сходно звучащими словами так называемого магерского языка, так он называл древневенгерский язык эпохи обретения Родины X века, а также со многими языками Азии, которые он прекрасно знал по своим полевым материалам. Главным образом включая сюда тюркский, монгольский, маньчжурский, но также и корейский, японский и даже китайский язык. И, наконец, та задача, которую он решал наиболее последовательно и которая для нас является наиболее ценной и полностью сохраняющей свой интерес, это толкование слов и выражений, которые он проводил по-венгерски. Это вспомогательный
язык словаря, и по латыни, это базовый язык словаря. Таким образом, за названием лексикон кабардика, хунгарика, латинум скрывается вот такой вот сложный авторский подход, в котором в действительности довольно мало от традиционных двуязычных и трехязычных словарей. Скорее, это такой авторский взгляд на то, как надо решать сложнейшую задачу анализа кабардинского языкового материала. Значит, несколько формальных сведений об этом материале. Это старокабардинский язык той же диалектной базы, что и в записях Пага Тамбиева, известнейшего просветителя кабардинца, и в тех же публикациях, что и опубликованы в Тифлисе, в рамках продолжающегося издания «Сборник материалов о народах и местностях Кавказа» авторства Льва Григорьевича Лопатинского. Систематически Балент на них ссылается и цитирует, но наше исследование, систематически сопоставившее данные Лопатинского и Балента, показывает, что материал последнего шире. Документальная стратегия Балента это исчерпывающая полнота представления доступной ему лексики и грамматика словообразовательных показателей. Она имеет огромное значение как лингвистический источник. Грамматический очерк, который он дает в предисловии к словарю, носит вспомогательный характер и не отличается полнотой и объемом. Что касается его аналитической стратегии, то он пытался доказать генетическое родство кабардинского с туранскими, включая особенно родной ему венгерский и алтайский языки. Эта часть работы не выдержала проверку временем, так как ошибочность этой гипотезы была известна уже в конце XIX века. Принадлежность венгерского языка к уральской семье была установлена надежно Йозефом Буденцем, великим венгерским лингвистом и старшим учителем Балента, с которым они довольно быстро разошлись на почве разногласий, которые между ними существовали по вопросам венгерской истории и венгерского языка. Что касается алтайских языков, то генетические их связи в конце XIX века оставались плохо изученными. Более или менее надежно их родство всех алтайских языков было установлено лишь к концу XX века. Помимо ошибочной гипотезы, он пользовался ошибочной методологией, то есть факты живых языков, современных ему, он привлекал бессистемно и без процедуры фонологического сравнения и ступенчатой реконструкции. То есть он работал на так называемом докомпаративистском уровне лингвистической науки. Эту часть его работы мы оставляем за скобками, она сохраняет только сугубо историографический интерес. Однако же документальная часть его словаря бесспорна, неоспорима, и она была известна довольно давно, с тех самых пор, когда информацию об этом словаре стала доступна лексикографу и специалисту по кабардинской филологии Апажеву. И с этого момента я предоставляю слово нашему коллеге Мусадину Карданову, который поподробнее расскажет об истории включения этого лексикографического памятника в современную систему взглядов. Спасибо, Слава. Некоторые люди, даже не видевшие сам словарь Балента, говорили, что это практически повтор работы Лопатинского. Поэтому, выйдя за рамки намеченного плана, мы набрали для сравнения и двуязычный русско-кабардинский словарь 1890 года издания. Конечно, основой для словаря Балента послужила работа Лопатинского и Тамбиева, но они в корне различаются. К примеру, если у словаря Лопатинского можно назвать русско-кабардинским словарем, каковым он не является, то словарь Балента невозможно отнести к какому-то конкретно какому-то либо типу словарей, потому что это и многоязычный, там кабардинский, адыгейский, венгерский, латинский. Этот словарь можно отнести и к толковому типу, потому что он многие слова толкует, по крайней мере, по-своему или по тем вариантам, которые предлагали информанты. К
тому же этот словарь является и носит в себе характер словообразовательного словаря. К тому же по количеству, конечно, словарь Балинта содержит в разы больше материала. Уже по количеству фразеологизмов словарь Балинта во многом превосходит существовавшие до этого работы. В отличие от других словарей, которые в основном были двуязычными, Балинт приводит не только фразеологизмы, но и пословицы, загадки. Иллюстративного материала у него очень много. Что касается форм слов, то заметны изменения, произошедшие за это время. Например, вместо современных обходизм, пходиз столько. В данном словаре мы встречаем апшандиз, мапшандиз. Через всю работу в примерах полностью прослеживается наличие палатализованных заднеязычных гикеке, и чуть больше 100 лет не было даже параллельного произношения джучуче. То есть за это короткое время у нас произошел, нельзя сказать, что этот процесс уже закончился, но литературный язык уже принял только звуки дж, ч и ч. Нами замечен полный переход губногубного звонкого спиранта в звонкий латеральный спирант Л. В таких примерах, как уавбана, у Балинта уавбана, хотя мы сейчас говорим уальбана. То есть изначально этимологически, семантически мы имели слово уавбана, что подтверждается примерами из адыгейского языка, где адыгейскому жу, в кабардинском соответствует звук В, вернее. Если подходить с точки зрения изменения произношения или написания слов, то можно констатировать факт, что изменениям не подверглись слова лексико-семантического пласта анатомия человека. По всем другим лексическим группам наблюдаются небольшие, но фонетические или семантические изменения, если сравнить с примерами современного языка. Слов, выпавших из употребления в современном языке, не так уж много, но они встречаются. Например, цацада, разговорчивый, псиджадух, утка-самец. При внутренней реконструкции корневых элементов будут полезны наличие архаичных примеров. Могаба, современная нагаба, в прошлом году могабаре, прошлогодний современная нагабаре, цисин, сесть, тюнь, звенеть. Вот, к примеру, данное слово встречается в такой пословице. Уитхагума, не пословица, а примета. Уитхагума тюр, узаупшим кишама, уикбибубдар похотлануш. Если угадают, какое ухо звенит, то исполнится то, что было тобой задумано. Параллельное наличие шумпа и марако встречаются также в работе, но присутствует только одна форма приветствия. Фахос. В работе присутствует параллельное наличие хо и хо, что свидетельствует о том, что 110-120 лет назад где-то звук хо в языке еще полностью не сформировался. Интересные примеры, когда вместо современного пцупс у него находим красивое слово «пцраква». Сейчас можно часто услышать спор по поводу, есть ли в кабардинском языке слова с начальным звуком «р». Если говорить, естественно, о современном кабардинском языке, таких слов нет. Но у Балинта находим такие слова, то есть свидетельство того, что и в кабардинском языке были такие примеры. Хабар рагажаш, поставили в известность, рпн, воспитать. Есть и другие примеры, просто сейчас не будем вас однообразными примерами загружать. В конце XIX века в языке уже стабильно присутствует суффикс с отрицательным значением «км», хотя архаичным является элемент «м».
наличие большого количества слов с корнем «тх» «пиши» свидетельствует о том, что у адыгов задолго до этого была письменность, потому что очень много слов встречается с данным корнем. Вот, «тхань» – писать, «тхын» – записать, «тхыль» – книга, «тхыльша» – новая книга, «тхыльм» – бумага, «тхыльтх» – писарь, «тхыль» – мжага, незнание письма и так далее. Большую ценность работа Балинта представляет с точки зрения отражения в ней многочисленных фразеологизмов, пословиц, примет, загадок. Вот, к примеру, «Мафа муримджак ажаджима ужахажин» – «Не играй с огнем, отпустишь, не догонишь». Интересная фраза «Жижарып сачап шагвалаж, яблагажма дакаж», которая, например, близко по значению можно перевести так: «Вдалеке статный, вблизи старец». Ударив домашнего вала, будешь дикого. То есть таких примеров очень много. В основном процентов 30-40 из фразеологических единиц, загадок и пословиц, то, что мы встречаем у Балинта в современном языке, они уже не функционируют. Это, к тому же, словарь Балинта является единственным словарем, где автором зафиксированы примеры нецензурной лексики. Фразеологизмы и пословицы, где компонентами выступает такая лексика. Здесь мы пришли к выводу, к единому мнению, что не имеем права их исключать, но, учитывая менталитет народа, мы не будем перекладывать эти примеры на кириллицу, а оставим в оригинале, потому что они имеют ценность для лингвиста, особенности для этимолога. Известно, что Балин пытался, как уже говорил Слава, найти хоть какие-то точки соприкосновения между кабардинским и венгерским языками, но если они и есть, пусть даже мизерные, точно уже можно говорить только после завершения перевода его работы. А сейчас следует констатировать факт, что совместный проект КБГУ и Стокгольмского университета вышел на завершающую стадию. В этом большая заслуга магистрантов направления адыгская филология, которые помогали с набором текста оригинала. Некоторые из них тоже здесь присутствуют. Это Мадина Бакова, ныне работник телевидения, и наша выпускница Марьяна Камботова. Сейчас все фамилии я, естественно, не буду перечислять, но каждый из них в этой книге после издания найдет свою фамилию как человек, участвовавший в подготовке материала. И, конечно же, постараемся сделать все, чтобы и им было приятно, и нам не было стыдно. Всех девочек мы постараемся пригласить уже ближе к осени на презентацию данного словаря. Очень давно жалею, что я не поступил параллельно на филологию. Сегодня опять это для меня стало актуальным. Мне кажется, историкам обязательно надо по филологии направление осваивать, а филологам, наверное, параллельно тоже историю. История тоже не помешает. Одной из моих специализаций является то, что в мире сейчас называется Digital Humanities, то есть применение компьютерных методов в гуманитарных науках. И когда я работал в Эрмитаже в отделе нумизматики, моей задачей было составление и разработка баз данных для нумизматических коллекций и применение баз данных для обработки массового материала. Лексикография – это тоже область массового материала, только вместо памятников материальной культуры мы имеем дело с памятниками языка. В этом смысле мое участие в этом проекте является участием человека, который умеет обрабатывать большие объемы данных, тратя минимальные усилия, то есть методами программ баз данных и Digital Humanities. Помимо этого, я еще с самого начала 2000-х годов специализировался, будучи студентом исторического факультета Санкт-Петербургского университета, я специализировался на языках Российской Федерации. И у меня есть опыт работы с разными языками Российской Федерации, как на западе нашей страны, так и на Дальнем Востоке нашей страны. После начала работы Северокавказской экспедиции я заинтересовался применением этих методов к кавказским языкам.
Можно я здесь добавлю? Вячеслав на очень высоком уровне знает теорию не только адыгского языка, но и в целом казахского языка. Сам уже читает, но пока практики маловато, поэтому если он читает какое-то слово и обязательно у меня спрашивает, какое интересное слово, дай послушать, как это будет звучать на кабардинском языке. И работа Балинта очень ценная, но сейчас можно было без присутствия Вячеслава это сказать. Это сейчас для нас очень ценный такой человек. Вы говорили о ошибках, которые допустил автор. Они будут как-то исправлены или оригинал будет просто? Спасибо за вопрос. Поскольку эти ошибки коренятся в целом в неоправдавшей себя гипотезе, то возвращение к ним нецелесообразно. Мы сейчас хорошо знаем, это факт надежно установленный, что и венгерский, и западно-кавказские языки ничего общего с языками Центральной Азии не имеют. И здесь я добавлю, вот, чтобы не превалировала вот эта фраза «встречаются ошибки». До сих пор даже современные наши ученые, которые в одно словообразовательное гнездо не решаются до сих пор вместить корни, архаичные корни, человек, не будучи носителем кабардинского языка, я не знаю, он или уловил, или у него были такие хорошие информанты, но я иногда удивляюсь, как он в одной словарной статье решил совместить такие слова, казалось бы, с первого взгляда, которые не имеют между собой ничего общего. Вот, например, в словарной статье «ва» он объединяет такие слова «гог», «ван», «гуам» и так далее. То есть для неносителя языка это уникально даже. У меня вопрос и к Мусадину, и к Вячеславу. Первый вопрос к Вячеславу. Какие вот словари в 20 веке наиболее значимые вышли, и можно ли как-то эти словари сравнивать с этим словарем по методике составления и так далее? Второй вопрос к Мусадину. Я внимательно послушал то, что касается содержания словаря. У меня такой вопрос возник. Насколько с конца XIX века поменялся кабардинский язык, какие лексические, фонетические потери понес кабардинский язык, и поможет ли этот словарь в восстановлении этого пробела? Спасибо большое за вопрос. Какие словари в 20 веке вышли наиболее важные? Для большинства языков мира 20 век принес большой прогресс в изучении и лексического состава, и внешних связей. Но по кабардино-черкесскому языку я лично пользуюсь для того, чтобы переводить какие-то неизвестные мне слова и выражения словарем Апажева-Кокова. Я думаю, что больше этого ценного словаря лексического свода не издано. Что касается того, чем мы пользуемся при анализе материалов Балинта, то я сразу скажу, что мы, конечно, запаслись самыми лучшими латинскими и венгерскими словарями для этого. Причем с латинским словарем нам особенно повезло, поскольку существует старый словарь, огромный совершенно по объему, Соболевского. Это был филолог-классик первой половины XX века, который был фанатом преподавания латыни и греческого и фанатом лексикографии. Его словарь вышел, если мне не изменяет память, в 1952 году в государственном издательстве национальных словарей. И у нас нет ни одного случая, когда бы латинское толкование Балинта, а Балинт был специалист не только по средневековой латыни, но и по так называемой новой латыни. То есть он мог свободно писать на этом языке, поскольку среди венгерских исследователей конца XX века двумя языками науки была латынь и немецкий. Они свободно писали на обоих. Так вот, у нас не было ни одного случая, когда бы мы не смогли перевести редкое латинское слово, не опираясь на словарь Соболевского.
Что касается венгерского словаря, то максимально полный и одновременно близкий по времени издания к Баленту был словарь Венгерской академии наук, венгерско-русский словарь Хадровича и Галди. Это издание 1949 года Венгерской академии наук, он тоже у нас постоянно под рукой в кабинете. Таким образом, мы вполне хорошо подготовлены к тому, чтобы максимально тонко улавливать нюансы авторских толкований Балента. Теперь Мусадин. Спасибо. Я начну со второго вопроса и дополню первый, на который Слава и отвечал. Что касается изменений в языке, нельзя сказать, что очень таких заметных, нельзя сказать, что заметные изменения произошли в языке. Да, интересные факты, но они будут более интересны с лингвистической стороны, а не обычному носителю языка. Вот буквально вчера мы не смогли ни с латинского, ни с венгерского, ни с русского перевести несколько слов. То есть сегодня нам уже надо их поискать в западных диалектах адыгского языка. То есть встречаются такие примеры, их не очень много. Есть слова, которые поменяли свою семантику. То есть то, что было 100-130 лет назад, что обозначали этим словом, сейчас у нас другое значение. Говорить в процентном соотношении я сейчас не готов, просто мы должны, у нас еще определенная работа в этом плане. Но в основном, я думаю, все-таки для лингвиста это будет интересно. Что касается наиболее значимых словарей, вот, допустим, в 1927 году вышел словарь Хуранова, тоже русско-кабардинский словарь. Там уже чуть больше слов, чем у Балента, но опять-таки повторяюсь, это обычный русско-кабардинский словарь, где нет никаких толкований. Некоторые русские слова сам Хуранов пытался как-то близко перевести к значению, а в целом, если говорить, примерно с 20-х годов до начала 2000-х словари, которые, к сожалению, издавались у нас, будь то двуязычные или одноязычные словари, они очень подверглись русификации. То есть можно сказать, что с 20-х годов до 2000-х, до начала 2000-х словообразовательная модель адыгского языка, кабардинского языка, она практически не работала. Все шли по наиболее легкому пути, то есть это прямое заимствование, да, прямое заимствование или из самого русского языка, или посредством русского языка. Последние годы уже есть пару словарей благодаря сотрудникам Института гуманитарных исследований, где они пытаются заполнить этот пробел, то есть пытаются придумать слова, где можно это сделать. А что касается словаря Балента, у него минимум заимствований. То есть видно, что язык тогда не подвергся такому массовому процессу и более в большинстве встречаются в основном коренные слова. В начале пресс-конференции мы, кстати, Вячеслав делал акцент, что у Балента нельзя говорить, что у Балента все правильно. Поэтому встречаются и ошибки. В основном, я говорю, материал интересен с точки зрения присутствия в нем фразеологизмов, очень интересных пословиц. Вот, к примеру, чтобы не повторяться, я приведу другой пример. Я мгапсахат, я учерком. То есть, не выслушав мужчину, его не убиваю. Еще вопросы? Вячеслав Сергеевич, вопрос к вам. Вот со сколькими языками вам пришлось разобраться, чтобы понять, что находится в словаре Балента? Окончательно, чтобы с ним разобраться. Во-первых, поскольку этот словарь, в нем 3 языка базовых,
Но самым базовым является старокабардинский, вторым по значимости является латинский, и третьим венгерский, потому что на венгерском он давал попытки своего словообразовательного анализа. Вот, значит, что касается дополнительных материалов, которые мы привлекали, мы, конечно, привлекли публикации Лопатинского, но с ними было очень сложно. Поскольку у Лопатинского, несмотря на то, что он был профессиональный лингвист, по-видимому, русский язык был у него не родной. Сам он родился на территории Галицко-Волынской Украины и был по рождению подданный Австро-Венгрии. И родным у него, по-видимому, был польский. Но на русском языке он переводил, то есть русско-кабардинский словарь Лопатинского – это русско-кабардинский словарь. Но что такое русский язык конца XIX века в Закавказье? Я не смог понять примерно 5% слов, которые либо ярко окрашены диалектно, либо поменяли значение. То есть мне в этом смысле приходилось обращаться чуть ли не к Далю. То есть к словарю Далю приходилось обращаться, чтобы понять, что имел в виду Лопатинский в 1891 году, переводя то или иное слово. То есть это дополнительный акцент, дополнительный колорит, что ли, исторической лексикологии русской, собственно. Вот. То есть русский язык у нас выступает в двух ипостасях. Во-первых, мы на нем толкуем, на современном русском толкуем современные кабардинские слова, а во-вторых, мы толкуем на нем выражения конца XIX века. Поэтому, значит, вот в этой работе мы оперируем со старокабардинским, современным кабардинским, новолатинским, венгерским, современным русским и русским конца XIX века. Насколько я понимаю, словарь теперь будет русско-кабардино-венгеро-латинским, да? Вы дополняете и русский вариант? Не совсем. Мы исключаем венгерский компонент, поскольку он не самостоятелен. Он дублирует латинские переводы с одной стороны, а с другой стороны на венгерском языке идут его комментарии этимологико-морфологического характера, которые мы не включаем в переиздание, поскольку они утратили значение. Значит, в нашем словаре, в нашем переиздании будут в оригинальной транскрипции формы Балента с латинским авторским переводом Балента. Дальше у нас будут переводы с латинского, сопровождаемые ссылками на словарь Лопатинского там, где эти формы поддерживаются словарем Лопатинского. Там же, где они поддерживаются словарем Лопатинского, у нас заполнена в базе графа авторская транскрипция Лопатинского. Эта работа тоже проделана, и это тоже транскрипция конца XIX века, авторская на кириллице. Современная часть словаря будет представлена переводом на современный кабардинский в кириллической графике и переводом на современный русский с примечаниями там, где мы видим какие-либо существенные расхождения между концом XIX и началом XXI века. То есть он приводит часть слова, к примеру, хын, и приводит слова ехохын, гохын, пыхын, и на венгерском языке он просто поясняет, что значит элемент хын. Поэтому, сделав перевод слова, уже венгерский язык теряет актуальность. Поэтому. Но мы сохраняем латинский перевод, поскольку сам Балент его презентовал как базовый. Вот, то есть авторский взгляд Балента у нас будет представлен на латинском языке.